В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Букеты цветов и теплые поздравления от сотрудников госавтоинспекции для автоледи стали доброй традицией. Матерям-героиням Хангаласского улуса вручили денежные сертификаты главы района. Завершился республиканский турнир по национальной борьбе Хапсагай. Кто стал сильнейшим? Сегодня Международный женский день. От имени руководства Республики женщин поздравил глава Сан-Николаев. Якутянки во все времена славились жизнелюбием, терпением и мужеством. У народов Якутии в нашем суровом климате женщина, мать, всегда главный источник тепла и душевного спокойствия. Мы, якутяне, признаем великую роль матери не только в жизни и судьбе отдельного человека, но и в развитии всего общества. 2022 год в Якутии объявлен годом матери, отметил глава. Букеты цветов и теплые поздравления от сотрудников госавтоинспекции для автоледи стали доброй традицией. Международный женский день руководители подразделений столичной ГИБДД поздравили женщин за рулем с прекрасным весенним праздником. Женщин, управляющих транспортными средствами, сотрудники ДПС поджидали не только на центральных улицах города, но и на окраине Якутска. Уважаемые участницы дорожного движения, от имени личного состава Государственной инспекции безопасности дорожного движения сердечно поздравляем вас с Международным женским днем. В этот прекрасный день мы хотим пожелать вам семейного счастья, здоровья, благополучия и также соблюдения правил дорожного движения. Сначала дамы за рулем терялись в догадках о причинах своей остановки и приятно удивлялись, когда слышали в свой адрес комплименты и теплые слова. Остановили, цветочек подарили. Это очень приятно и очень хорошо. И это уже не первый год, в том году тоже так же было. Спасибо им большое. Очень приятно от молодых людей, от ГИБДД получать такие подарки. И вообще я уже второй год пытаюсь получить этот подарок, если честно. Вот сегодня получилось. Ура! Ну и в этот замечательный день в Якутске родились два малыша. Об этом нашему телеканалу сообщил акушер-гинеколог перинатального центра Роман Юдин. В год матери, объявленной главой республики, на свет появились 637 детей. В марте этого года родились 108 детей. Если взять показатели прошлого года, то более 6 тысяч женщин родили 6040 детей. В этот светлый праздник хотелось бы пожелать счастья, добра и, конечно же, здоровья всем женщинам. Цветите и пахните. Продолжайте нас радовать. Я родила его 4 числа. Он у меня 3-й по счету, долгожданный, самый любимый. Для меня в год матери это большая честь, что я родила. Я стала многодетной мамой. Я очень счастлива этому событию. В год матери в Якутии и к столетию якутской автономии матерям-героиням Хангаласского улуса вручили денежные сертификаты главы района. Звание «Мать-героиня» является высшей степенью отличия и присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. В Хангаласском районе в настоящее время проживают 5 женщин, удостоенных такого высокого звания, а всего матерей, носивших звание «Мать-героиня», было 98. Международный женский день матерям-героиням вручили сертификаты на 100 тысяч рублей. Сертификат получили Ксения Голокова, Анастасия Сергеева, Мария Маркова, Матрена Васильева и Галина Гладких. Поселок Биркакит Нерюнгринского района в феврале этого года отметил свой 45-летний юбилей. Более 30 лет отдала развитию спорта и общественной работе Людмила Игнатьева. О комсомолке и спортсменке наш следующий сюжет. В сентябре 1981 года Людмила Игнатьева приехала из города Шилки в поселок Биркакит. И одновременно с трудовой деятельностью на железной дороге началась ее бурная общественная и спортивная жизнь. В то время ее окружали такие же энтузиасты. Поэтому жители поселка активно занимались туризмом, теннисом, вольной борьбой, волейболом, баскетболом, футболом и стояли на коньках. После выхода на пенсию Людмила Игнатьева возглавила Совет ветеранов железнодорожного узла Биркакит. Оказывает большую помощь больным и инвалидам, ответственная, неравнодушная, заботится о каждом. Остро реагирует и близко принимает к сердцу все возникающие проблемы
поселка, неугомонная, и нам не дает отдыхать. На нее всегда можно положиться. Неравнодушие к поселковым проблемам толкает Людмилу благоустраивать поселок своими руками и привлекать к заботе детей. Как только ребята видят ее на улице с инструментами, то в одно мгновение образуется целая команда, готовая красить, убирать, чинить и строить. Не забывает Людмила Владимировна и про отдых. По выходным возит детей в бассейн, на каток, зимой в лес на лыжах, летом на сплавы. Самая большая моя работа с детьми. Я просто не могу без детей жить, они меня окружают постепенно. Вот уже 4-5 лет исполнится, они уже бегут, увидят меня и говорят: тетя Люда, вам помочь? Тетя Люда, вам помочь? Они мне помогают в сквере, благоустройство сквера. Сквер имени Владимира Бочкарева был обустроен усилиями Людмилы Владимировны и ее помощников. Теперь возле дома, где установлена мемориальная доска, посажены деревья, выложена брусчатка, а летом территорию украшают цветы. Многочисленные турниры, культурные мероприятия, забота о ветеранах войны, комсомольские огоньки. Говорить о деятельности Людмилы Игнатьевой можно много. И на этом она не собирается останавливаться. Алмазу присвоили имя Варвары Трофимовой из Вилюйского района. Алмаз массой более 69 карат был добыт в прошлом году на месторождении трубки «Удачная». Доярка совхоза Якутский Вилюйского района Варвара Трофимова родилась в Бекчегинском Наслеге. Окончила в Якутске двухгодичные батрацкие курсы, работала в системе торговли. Сначала трудилась дояркой, затем мастером на молокозаводе Якутска. Занимала должности секретаря Якутского, затем горного райкомов. Также руководила Мегино-Кангаласским райптицекомбинатом. Награждена орденом Ленина, золотой медалью «Серп и молот». Другим темам в Мирнинском районе проблем с товарами первой необходимости не предвидится. Склады торговых предприятий заполнены продовольствием в достаточном объеме. Об этом сообщил Роберт Муртазин, начальник управления по предпринимательству и инвестиционной политике. Оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка ведет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости. Сообщить о случаях необоснованного завышения цен можно по горячей линии Госкомцен. С полным списком для обращений можно ознакомиться на сайте. В целом по Мирнинскому району ситуация с ценами и запасами продовольственных товаров стабильная. Дефицита товаров и ажиотажа со стороны населения не наблюдается. В настоящее время торговые предприятия осуществляют сезонный закуп товаров до закрытия зимника. Нами ежедневно мониторится ситуация с ценами и запасами продовольственных товаров. Информация оперативно направляется в республику. Таким образом, считаем, что оснований для паники нет. А в случае каких-либо изменений администрация района будет в оперативном порядке информировать население через средства массовой информации. Президент Владимир Путин объявил о новой выплате для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет включительно. Об этом президент сообщил в поздравлении с Международным женским днем. Владимир Путин уточнил, что мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Президент напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до 7 лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Соцпенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля. Соцпенсии получают люди, которые не имели возможности наработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. После индексации с 1 апреля на 3,4% средний размер такой пенсии составил 10 200 рублей. После индексации соцпенсия в среднем вырастет на 800 рублей. Также вырастет размер выплат по государственному пенсионному обеспечению. Они назначаются отдельным категориям граждан, это военнослужащим, космонавтам, работникам летно-испытательного состава, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны. Туристический кэшбэк за путешествия по регионам России будет доступен с 15 марта. Об этом сообщает телеграм-канал правительства страны. Покупка туров в рамках программы будет доступна до 1 мая.
Оплачивая путевку картой «Мир», участники получают кэшбэк 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей, говорится в сообщении. В программе участвуют все регионы и поездки от 2 ночей. Чтобы получить кэшбэк, необходимо зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы «Мир», оплатить поездку картой «Мир» на странице программы, на сайте туроператора, отеля или агрегатора, участвующих в программе. Далее о спорте. В селе Бутулу Верхневилюйского района прошли конные скачки. В эстафете соревновались 7 команд, провели и одиночные забеги. Посмотреть зрелищное мероприятие собралось много местных жителей. Подробности далее. Эти соревнования в Батулунском наследии уже как традиция проводятся 3-й год подряд, и с каждым разом все зрелищнее и интереснее. Организаторы управления сельским хозяйством и Батулунский наследие. Александр Евдокимов со своим конем Сивкой-Буркой, которыми 15 лет, участвует почти во всех скачках на разные расстояния. Я 3-кратный чемпион. 3-й год уже идет это соревнование. Это дает сила духа, молодость. У меня уже 51 год. Так. И энергию дает. Конными соревнованиями здесь интересуются не только мужчины, но и женщины и дети, тоже заядлые болельщики. В такой холодный ветреный день наблюдали несколько часов. В прошлом году тоже было так же, но в этот раз стало намного интереснее. Одиночные скачки мне нравятся. Павел Герасимов, байбас, участник игр Манчара, неоднократный участник игр Ланхо, был приглашен на соревнования из села Дюльлюкю, жокеем для коня из Батулунского наследия. Участвовали якутские лошади, наши медленно бегают, поэтому. Сентера и эти породистые вообще скоростные, они для скачки готовят. А наши якутские лошади для мяса и для труда. Главный приз предоставило управление сельским хозяйством Верхневилюйского улуса «Жеребенок». Остальные призы – это денежные сертификаты, а также охот и стройтехника предоставили организации и спонсоры из наследия Бутулу. Валерий Золотарев, Александр Адамов, Верхневилюйск. И последнее. Ларион Андреев из Хангаласского района и Евгений Алексеев из Усть-Алданского района победили в республиканском турнире по национальной борьбе «Ханалас-Хапсагая». Соревнования проходили в Покровске. Всего за 2 дня медали и призы завоевали 35 спортсменов в разных весовых категориях. В абсолютном первенстве в весе свыше 75 килограммов победу одержал Евгений Алексеев. Во второй день в весе до 75 килограммов чемпионом стал Ларион Андреев. Президент районной федерации борьбы Хапсагая Вячеслав Нестеров вручил чемпионам сертификаты на 400 тысяч рублей каждый. Мужчины телеканала «Якутия-24» поздравляют всех женщин с праздником. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.